Привет, друзья! С вами я, Михаил Сергеевич. Сегодня я предлагаю поговорить о последних событиях в Гагаузии, которые в очередной раз натолкнули меня на мысль о том, что гагаузская автономия находится в глубоком экзистенциальном кризисе. Давайте обо всем по порядку. В субботу 14 сентября состоялось специальное заседание Народного собрания Гагаузии, на котором рассматривали один единственный вопрос – повторную отставку Александра Тарнавского с должности вице-спикера Народного собрания. Это заседание должно было состояться в пятницу 13 сентября, однако не состоялось из-за отсутствия кворума. Это тоже интересное обстоятельство, о котором стоит поговорить. Кворума 13 сентября не было из-за отсутствия депутата от села Авдарма Александра Динжоса, которого, по его словам, похитили депутаты от партии социалистов, которой до 14 сентября принадлежал сам Динжос. Речь идет о том самом депутате, который на митинге в Вулканештах, организованном социалистами, произнес ставшую знаменитой фразу о том, что русские уже близко, и что гагаузы будут встречать их тремя «К» – Каурмой, Кавырмой и Кабарне. Эта фраза была произнесена Динжосом в августе 22 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь возвращаясь к заседанию. Уже 14 сентября Динжос присутствовал на заседании, обеспечив таким образом кворум. По имеющейся у нас информации, для того, чтобы Динжос точно присутствовал на заседании 14 сентября, на ночь его заперли в Камрате, в каком-то здании. На том же заседании в субботу выяснилось, что Динжос покинул фракцию социалистов, в которой он состоял, и стал якобы независимым. Примечательно, что заявление Динжоса о выходе из фракции социалистов зачитал не Динжос, а председатель Народного собрания Дмитрий Константинов. Важно отметить, в каком контексте происходило это заседание по повторной отставке Тарнавского. Это заседание происходило в момент, когда наша страна столкнулась со стихийным бедствием, и в соседних районах, Левском и Кантемирском, затопило несколько населенных пунктов во время шторма «Борис», который так прозвали метеорологи. О том, что надвигается шторм и будут сильные проливные дожди, власти Республики Молдова предупредили заранее и объявили в связи с этим оранжевый код метеоопасности. Предупреждение об оранжевом коде метеоопасности касалось в том числе и Гагаузии. И по большому счету Гагаузии повезло, что здесь не было таких последствий, которые пережили жители Кантемирского и Левского района. И несмотря на то, что бушевала стихия, о которой было объявлено заранее, 18 депутатов Народного собрания озаботились не стихией и тем, как обезопасить жителей Гагаузии, а повторным отстранением своего коллеги. Их также волновал вопрос о перекупке и похищении депутата, и как обезопасить свои вложения, будто речь идет не о депутате, а о живом товаре. Раз уж речь пошла о Тарнавском, давайте уточним, при чем здесь он. На заседании от 14 числа 18 депутатов приняли решение об отстранении Александра Тарнавского с должности вице-спикера. Такое решение они приняли не в первый раз. Аналогичное решение они принимали ранее 7 мая, когда в первый раз отстранили его от должности. Тарнавский решение Народного собрания от 7 мая опротестовал в суде, и суд отменил решение Народного собрания о его отстранении. Для того, чтобы отстранить с должности вице-спикера имеется в виду. Для того, чтобы не подчиняться решению суда, большинство в Народном собрании, контролируемое Шором и управляемое Константиновым, решило принять новое решение об отстранении Тарнавского, чтобы не восстанавливать его в должности по решению суда. А Тарнавского они отстраняют от должности вице-спикера, потому что Тарнавский был единственным членом Президиума Народного собрания, который критиковал политику Шора в Гагаузии. Некоторые депутаты от партии социалистов тоже позволяют себе критику в адрес Шора. Но ни один из депутатов социалистов не является членом президиума НСГ. Более того, в последнее время градус критики социалистов в Народном собрании в адрес Шора резко снизился. Давайте проговорим еще раз. В выходной день, когда бушевала стихия, 18 депутатов Народного собрания собрались не для того, чтобы обсудить, как помочь жителям Гагаузии и соседям справиться со стихией, а для того, чтобы повторно отстранить с должности своего коллегу, вице-спикера Александра Тарнавского, неугодного Шору. И ни один депутат Народного собрания не обратил внимания на то, что Народное собрание должно заниматься проблемами людей, особенно в кризисные моменты, а не чинить расправу над критиками Шора.
И никто в Народном собрании не задался вопросом, а где же Башкан и исполнительный комитет, и чем они занимаются, когда в стране бушуют стихи. По нашей информации, Евгения Гуцул улетела в Москву как раз накануне шторма. И Народное собрание могло бы задаться вопросом, почему исполнительный комитет и дама, которая занимает кресло Башкана, не собирают экстренные службы для того, чтобы держать ситуацию под контролем и реагировать в случае необходимости. С момента шторма, Борис, прошла неделя, и исполком так и не собрался на заседание для того, чтобы оценить его последствия для Гагаузии. А оценивать есть что. Например, в Камрате и в Чудерлунге смыло дороги и затопило несколько домовладений. И если это исполком, который, как он заявляет, заботится о простых людях, то почему же он не интересуется, как простые люди пережили шторм и нужна ли им помощь? Правительство Речана, которое шоровские горлопаны называют антинародным, организовала работу антикризисного центра, чтобы держать ситуацию под контролем и реагировать в случае необходимости. Боюсь представить, если бы, не дай бог, Гагаузию затопило так же, как Левский район, с кем бы взаимодействовало правительство страны для устранения последствий шторма. Гуцул улетела в Москву, а Народное собрание занималось отстранением Тарнавского. Понятно, что правительству Молдовы для того, чтобы помогать людям на территории Гагаузии, не нужна ни Гуцул, ни Народное собрание. Оно будет это делать напрямую через соответствующие службы. Я говорю о другом. Гагаузские политики постоянно кричат о том, что они самостоятельные и что Кишиневу сюда не нужно лезть и во что-то вмешиваться. Это была конкретная ситуация, когда те, кто находится у власти в Гагаузии, могли продемонстрировать, что они на самом деле самостоятельные и самодостаточные и могут в случае необходимости решать проблемы жителей Гагаузии. А они продемонстрировали, что им вообще плевать на проблемы жителей Гагаузии. Одна уехала в Москву к Шору, другой занимался расправой над критиками Шора. То есть они занимались проблемами Шора, а не жителей Гагаузии. На жителей Гагаузии им плевать. И возникает вопрос, почему в Народном собрании никто не поднял вопрос, где исполнительный комитет, и почему в повестке дня только один вопрос об отстранении Тарнавского, и нет вопроса, связанного со стихийным бедствием. Я нахожу этому одно единственное объяснение. Шором куплены не только 18 депутатов, которые пришли на заседание по отстранению Тарнавского, но гораздо больше. А те, кто не куплен Шором, на них через различные башни Кремля воздействуют иными способами. И поведение социалистов в тот момент прямое тому подтверждение. Социалисты тоже не подняли вопрос, почему исполком не собрался на экстренное заседание, почему в момент, когда бушует стихия, Народное собрание занимается наказанием критиков Шора. Единственное, чем, судя по всему, были обеспокоены социалисты в те выходные, это тем, что у них перекупили депутатов. Если бы в Гагаузии была настоящая политическая конкуренция, и все депутаты Народного собрания и подавляющее большинство политиков Гагаузии не контролировались бы и не управлялись бы одним центром, в данном случае Кремлем, то оппозиция или те, кто называют себя оппозицией по отношению к Шору или Константинову, раздули бы из этого скандал. Потому что это идеальная возможность для оппозиции обратить внимание на никчемность своих оппонентов. Но это в том случае, если бы мы имели аутентичное и конкурентное политическое поле в Гагаузии, не отравленное российской коррупцией. С этой точки зрения, гагаузская политика и Народное собрание, в частности, где заседают 33 депутата, не репрезентативны и не представляют народ Гагаузии. В кризисный момент они не собираются заниматься кризисом, который затронул и Гагаузию, а удовлетворением интересов Шора. Я уже не говорю о помощи соседям в Левском и Кантемирском районе. Даже когда у Гагаузии не было бюджета в 1,5 миллиарда леев, здесь нашли возможность организовать сбор и отправку гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в селе Котумури в 2010 году. Гагаузские депутаты не представляют народ Гагаузии, а представляют своих хозяев, то есть тех, кто им платит. Платит им Кремль. Часть депутатов через Шора, а части депутатов через Додона. Депутатов Народного собрания Гагаузии, к сожалению, принято покупать как вещи и обращаться с ними как с вещью. Случай с депутатом Динжосом в этом плане показателен. Его просто как вещь сначала увезли в неизвестном направлении, а потом те, кто его перекупил, как вещь взяли и заперли на ночь, чтобы не увели его предыдущие хозяева.
Кому-то может показаться, что я утрирую, но и сам Динжос этого не отрицает. Правда, заявление в полицию он не подал. В смысле, он не отрицает того, что его похитили. И это потому, что он признает эти товарно-рыночные отношения, установившиеся в гагаузской политике, где политик – товар. И не надо думать, что отношение, которое мы видели к Динжосу, возможно только к Динжосу. Подобное отношение применяется ко всем в Народном собрании, кто принял роль товара. Динжос в данном случае на дне пищевой цепочки. И к Константинову также относятся его хозяева. Раньше Плохотнюк, теперь Шор. Чернев давеча делился воспоминаниями о том, какие высокие отношения были у Плохотнюка с Константиновым, после которых, по словам Чернева, Плохотнюку приходилось выбрасывать туфли. Резюмируя вышесказанное, повторюсь, Народное собрание Гагаузии, где депутаты продаются как вещи, не может быть репрезентативным, потому что вещи не могут представлять народ. Задача вещей – служить своим хозяевам и удовлетворять их интересы. А главная задача хозяев, гагаузских депутатов, на протяжении последних 10 и более лет состоит в том, чтобы отдалить гагаузов от Кишинева, изолировать Гагаузию, внушить гагаузам, что в Кишиневе враги, а в Москве друзья. Что Россия, которая не вложила ни копейки в развитие Гагаузии, друг, а Европейский Союз, который за последние 10 лет вложил миллионы, враг. И эту задачу исполняют не только депутаты Народного собрания, но и так называемые гагаузские патриоты. Михаил Влах, например, вообще придумал очень эффективную бизнес-модель. Уже более 10 лет подряд Михаил Влах организует митинги против якобы давления Кишинева и попыток Кишинева уничтожить якобы Гагаузию. Это как же Кишинев так давит на Гагаузию, что никак не додавит? А может, нет никакого давления и нет никакой цели Кишинева уничтожить Гагаузию? Может, Михаил Влах нашел способ зарабатывать деньги, запугивая гагаузов? Судя по всему, его бизнес-модель по продаже себя и митингов в Гагаузии очень успешна. Не каждая бизнес-модель такая устойчивая и прибыльная. Михаил Влах не создает впечатление человека, на которого оказывают давление и который страдает от давления властей. Наоборот, Михаил Влах позволил себе только в этом году поехать на отдых уже 4 раза. Мальдивы, Италия, Турция, Греция. И это только, что нам известно. В странах, где на политиков давят, политики оттуда уезжают не на отдых, а в целях эмиграции. Но Михаил Влах, судя по всему, никуда не собирается уезжать из Молдовы. И как-то очень странно на него давят молдавские власти, что он расширил географию своих протестов. Теперь он протестует не только в Гагаузии, но и в Кишиневе. Таким образом, бизнес-модель Михаила Влаха по продаже себя и митингов не только работает, но и расширяется. Михаил Влах причисляет себя к группе людей, провозгласивших себя патриотами. От этих людей мы тоже не слышали возмущений по поводу того, что в кризисный момент Народное собрание занимается сведением политических счетов с критиками Шора. В связи с чем мы приходим к выводу, что самопровозглашенных гагаузских патриотов тоже купил Шор. Что неудивительно, поскольку к этой же группе себя причисляет Дмитрий Константинов. Таким образом, Шор, контролируемый Кремлем, скупил большую часть тех, кто мог как-то публично высказываться в Гагаузии, что было несложно, поскольку они ходят с ценником на груди. За исключением нескольких голосов, которые критикуют положение дел в автономии, но голоса которых перекрывает российская пропаганда. Ситуация, в которой оказалась гагаузская автономия и гагаузское сообщество, на самом деле тупиковая. И эта ситуация может быть охарактеризовано как экзистенциальный кризис. Гагаузское сообщество не может добиться от региональных властей того, чтобы они решали проблемы сообщества. И сложно ответить, хотят ли жители Гагаузии влиять на тех, кто представляет их в Народном собрании и в исполкоме, и требовать от них решения проблем автономии и гагаузского сообщества. Гагаузское сообщество в этом вопросе нашло для себя очень удобный психологический трюк. Не интересоваться тем, что делает местная власть, не критиковать ее, несмотря на то, что поводов для критики очень много, а думать о том, как Путин восстанавливает Советскую империю, в надежде, что Путин когда-нибудь дойдет до Молдовы и решит их проблемы. Помните заявление Динжоса, о котором мы говорили выше? Мой вам совет, уважаемые жители Гагаузии, не ждите, не дойдет Путин сюда. Как Путин решает проблемы ждунов, мы видели на примере Украины. Спасибо, не надо.
Жители Гагаузии не задаются вопросом, почему те, кто находится у власти в автономии, не выполняют свои предвыборные обещания. Дешевый газ, 500 миллионов евро инвестиций в первый год башканства Евгения Гуцул, аэропорт, будь он не ладен. Им проще принять позицию, что во всем виновата Майя Санду только лишь за то, что она не пошла на поклон к Путину. Жители Гагаузии не хотят даже задумываться о том, что у властей Гагаузии очень широкие полномочия и есть собственный бюджет, который, извините, 1,5 миллиарда лей. И если бы власти Гагаузии занимались делом, а не продавали бы себя как петрушку по 3 лея за пучок, то Гагаузия была бы в состоянии помочь и жителям Гагаузии справиться с газовым бременем, например, выделив средства на компенсации из бюджета Гагаузии в зимний период. Говоря о газе, мы много раз это обсуждали в разных эфирах наших ток-шоу, а именно то, что высокая цена на газ в Молдове образовалась не из-за действий властей нашей страны, а из-за того, что Россия, будучи на тот момент единственным поставщиком природного газа в Молдову, перестала выполнять свои обязательства. Сначала Россия спровоцировала в 2020 году кризис на газовом рынке, из-за чего цены на газ взлетели по всей Европе. Не только в Молдове, а по всей Европе. А потом и вовсе Россия вдвое сократила поставки газа в Республику Молдова, чем нарушила свои контрактные обязательства перед нашей страной. Это позволило Шору выйти с обещанием поставлять в Гагаузию газ по 10 леев за кубометр, в то время как в прошлом отопительном сезоне правительство обеспечило поставку газа для конечных потребителей по цене 12 леев за кубометр. Для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание, поставлять потребителям в Гагаузии газ по 10 леев, Шору достаточно было через исполком, который он контролирует, выделить из бюджета автономии средства на компенсацию 2 леев за кубометр. С такой инициативой годом ранее вышел Александр Тарнавский, и цена вопроса была что-то около 60 миллионов леев, которые спокойно можно было бы изыскать в бюджете Гагаузии, который в этом году был запланирован на уровне 1,5 миллиарда леев. Но вместо этого Шор начал придумывать какие-то схемы с поставщиками из Турции, с булочными в Германии, всякого рода схемы, которые на практике невозможно было бы реализовать. Шор начал призывать людей расторгать контракты с Молдовагаз, из-за чего люди могли остаться вообще без газа зимой. Повторюсь, если бы Шор хотел обеспечить жителей Гагаузии газом по 10 леев, ему надо было просто из бюджета Гагаузии через подконтрольный ему исполком и НСГ выделить 60 миллионов леев на компенсацию стоимости природного газа, вдобавок к тому, что уже компенсировало правительство. Но задача ведь была не в том, чтобы помочь жителям Гагаузии. Задача была трясти перед жителями Гагаузии конфеткой и нагнетать недовольство, и растить ненависть против Санду и республиканского правительства. И опять-таки, никто в Гагаузии не решился, либо не додумался потребовать от Шора исполнения своих обещаний, а от исполкома и Народного собрания решать проблемы жителей автономии, используя компетенции Гагаузии, и перестать нагнетать ненависть против Кишинева. Совершенно очевидно, что ни гагаузские политики, ни гагаузское сообщество в целом не в состоянии требовать от тех, кто находится у власти в Гагаузии, решать проблемы гагаузов. То, по сути, ради чего создавалась гагаузская автономия. Они также не способны защитить Гагаузию от попадания в руки лидера ОПГ, который сегодня использует компетенции Гагаузии для стравливания гагаузов и молдаван. Чиновничий аппарат Гагаузии, который насчитывает 1000 человек и обходится гагаузам в десятки миллионов леев, тоже не в состоянии это сделать. Гагаузские чиновники, чья задача служить гагаузскому народу, готовы встать под любые знамена и служить любому хозяину, лишь бы сохранить теплое рабочее место. Поэтому да, Гагаузия находится в экзистенциальном кризисе. И очевидно, что Гагаузия не в состоянии из этого кризиса выйти самостоятельно. Состояние, в котором находится Гагаузия сегодня, попав в руки организованной преступной группы, очевидно, представляет проблему для безопасности Республики Молдова. И иначе быть не может, учитывая, что первые лица гагаузской автономии находятся в международных санкционных списках. Искать в Гагаузии диалог для решения этой проблемы не представляется возможным, потому что люди, принимающие политические решения в Гагаузии, находятся не в Гагаузии, они находятся в Москве. Скорее всего, мы даже не знаем, кто еще принимает политические решения по Гагаузии, помимо Шора. И никто из них не находится в Гагаузии. И более того,
никто из них не находится в Республике Молдова. Илон Шор, которого беспрекословно слушает Евгений Гуцул, занимающий кресло Башкана, помимо того, что находится в международных санкционных списках, приговорен к лишению свободы в Молдове решением 2 инстанций. Эти люди захватили власть в Гагаузии для того, чтобы создавать угрозы безопасности Республики Молдова. Поэтому вести с ними диалог о положении дел в Гагаузии и о будущем Гагаузии — это все равно, что вести диалог с террористами, захватившими заложников. А Гагаузия в данном случае находится в заложниках у этих людей. Поэтому в отсутствии партнера для диалога в Гагаузии Кишиневу придется решать эту проблему самостоятельно при поддержке международных партнеров. И я, например, считаю, что это неплохой вариант — спасти утопающего, который сам себя спасти не может. Пойдет Кишинев на это или нет, я не знаю, но очевидно, что до парламентских выборов Кишинев не будет предпринимать никаких действий по решению этой проблемы, чтобы не нагнетать ситуацию.